Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Ирина Ефимова. Первые три ассоциации при слове «Якутия» у большинства людей – это холод, алмазы и мамонты. О последних и пойдет речь в нашей студии, точнее о последней находке, которая была найдена летом 24 года. Этот мамонтенок по имени Яна прожила примерно год, чтобы спустя 50 тысяч лет или даже 100 тысяч лет, по последним данным, стать мировой сенсацией. Не так давно произошло вскрытие туши, которая прекрасно сохранилась. Об этом мы поговорим с гостями. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Начнем с первого вопроса. Все-таки 50 тысяч лет или 100 тысяч лет? Ну, то есть для того, чтобы получить геологический возраст находки, мы проводим радиоуглеродный анализ животных, которые были извлечены с многолетней мерзлоты. Как правило, мы работаем с животными, которые жили 20, 30, 40, до 50 тысяч лет. И этот метод работает. К сожалению, радиоуглеродный метод анализа работает только до 50 тысяч лет. Если находки более 50 тысяч лет, 60, 70, 100 тысяч лет, то он просто показывает более 50 тысяч лет. И вот благодаря тому, что мы узнали слой, из которого вытаивал мамонтенок, и этот слой датирован, то есть вся батагайка, обнажение его датировано от поверхности до дна самого провала, и мамонтенок находился, вытаивал инситно со слоя, который находится ниже слоя, продатированный и соответствует МИС-5Е возрастом 110-130 тысяч лет. То есть мы можем предполагать, что возраст находки более 100 тысяч лет. Давайте посмотрим небольшой сюжет. Нахождение мамонтенка ученые называют счастливой случайностью. Действительно, к уникальному открытию привела череда чудесных совпадений. Сначала десятки лет назад из-за вырубки лесов образовалась эрозия почвы, а затем и кратер вечной мерзлоты. За сменой ландшафта наружу показались и древние останки. Наш мамонтенок оттаял лишь до пояса и буквально торчал из отвесной скалы на расстоянии 40 метров от земли. Благодаря местным жителям, которые соорудили из подручных средств носилки, подняли эту нелегкую находку, это больше 110 килограмм состоит передняя часть, на поверхность, поместили в ледник, сохранили для науки, вышли на нас и в последующем мы уже привезли в город Якутск и сейчас приступили к исследованию. Сохранность останков мамонта уникальная. Без деформации сохранились хобот, уши, ротовая полость и даже глазницы животного. При этом возраст мамонтенка оказался запредельным для радиоуглеродного анализа. Это свыше 50 тысяч лет. Ученые полагают, что именно эта находка позволит продвинуться в исследованиях по возрождению мамонта. Ученые смотрят, сохранилось ли там ядро, а ядро – это носитель генетической информации, который теоретически по проекту должно подсажено быть в яйцеклетку индийской слонихи, и она должна выступать функцией суррогатной матери. И вот в рамках этого проекта эта находка тоже будет подвергаться таким исследованиям, и в следующем году мы уже сможем узнать, подвинет она к реализации нас к этому проекту или нет. К слову, животное оказалось самкой. Девочку назвали Яной в честь реки, которая протекает в Верхоянском районе. Ученые уже установили у нее отсутствие возбудителя сибирской язвы. Кстати, ранее в мире было найдено всего 6 останков мамонтов. Вместе с Яной – 7. Вот Якутия и Ямал претендовали на первенство, пальмовое первенство, у кого же больше мамонтенков найдено, да, и у них было 2, у нас было 2. Сейчас мы уже уходим на первое место, в Якутии уже мы нашли 3-го мамонтенка. Пока останки мамонтенка хранятся за стеклом в морозильной камере. Для широкой общественности открыты они будут не скоро. Впереди годы исследований. И кто знает, какие открытия совершат якутские ученые благодаря удаче и энтузиазму жителей Верхоянского района. Сарглана Неустроева, Джилустан Иннокентьев, Якутск. 3-й мамонтенок в Якутии и 6-й, если я не ошибаюсь, в мире вообще. 7-й. 7-й? Нет, больше, я бы сказал. Если считать мамонтенка Юку, который на самом деле уже не мамонтенок, а подросткового возраста, то это вообще 10-й в мире мамонтенок и 5-й в нашей республике, на территории нашей республики. Не 3-й, а 5-й, но все равно, Да. значит, половина из этих находок, они на территории если Якутии. иметь в виду, некоторые не совсем целые были находки,
остатки трупов с мягкими тканями. Это, значит, пятый у нас. А в чем уникальность именно этой находки? Ну, такие находки, каждая по-своему уникальны. Они очень много информации несут в себе, не только о вымерших животных, ну, причем по костям, по остаткам скелетов зачастую многого не скажешь, как действительно выглядело животное, какие особенности анатомоморфологические были у него. И вот каждая находка, в данном случае мамонтят, они дополняют наши представления об этом вымершем животном. Потому что до этого разного возраста были находки, там от 1 до 3 месяцев, от 6 до 7 месяцев, год-полтора. Ну и постепенно для нас, палеонтологов, палеозоологов, как бы выстраивается ряд возрастных особенностей онтогенеза мамонта. Ну и кроме того, такие находки несут много информации для различных методов исследований, например, палео-ДНК, гистологии, анатомии, морфологии. Значит, дают представление о том, чем питалось животное, какая природная обстановка была в то время. Очень много информации. Ну, эту тушу обнаружили в разломе в Верхоянском районе. Там же и до этого было очень много их находок в этом же разломе, да? Как там вообще, каким образом она вообще снаружи оказалась? Ну, вообще находка мамонтенка в этом местонахождении является 5-й. Да? То есть первые находки начинаются с 2009 года. Там была найдена лошадь. Первая лошадь была обнаружена, потом бизончик тот же год, одним же автором находки, Стручковым Орелом Викторовичем, моим земляком. Вот. Третья находка является копытный лемминг. Это уже когда мы с полевой работы ездили в 2012 году. Семен Егорович обнаружил у основания Баджараха. Четвертой находкой является жеребенок древней лошади, тоже возрастной, 42 тысячи лет. Его обнаружили мои бывшие ученики. Вот. И пятой находкой является мамонтенок Яна. Как раз после первой находки прошло 15 лет. Такой юбилейная находка является. А в чем особенность вот этого разлома? Почему там такое скопление вот этих ценных экспонатов, причем разного возраста, я так понимаю, ведь они? Если Яне больше 100 тысяч лет, предположительно, то там разброс. Да, действительно, это местонахождение уникально, и следует отметить, что оно буквально появилось случайно. Это совокупность ряда факторов. Это, во-первых, там велась вырубка леса, после которого произошла просадка грунта, образовался провал, и он начал увеличиваться в размерах. Сейчас диаметр его более километра, ежегодно по разным подсчетам он увеличивается от 15 до 30 метров в год. То есть в результате вот этой естественной оттайки происходит высвобождение вот таких, в том числе уникальных находок. Как вы уже заметили, разброс дат огромный. Вот находка голоценного 4,5 тысячи лет, это верхоянская лошадь. И если мы говорим о последней находке, Яна, это более 100 тысяч лет. И, по-видимому, в прошлом там было какое-то такое гиблое место, где животные попадали в какие-то там естественные ловушки, были сели, наводнения, то есть какое-то там место, где они аккумулировались, погибали на протяжении десятков тысяч лет и сохранялись до наших дней, в том числе в уникальной сохранности. Ну и тут можно провести такую параллель, что буквально где бы ни появился бы подобный кратер, то, возможно, тоже пойдут такие уникальные находки, потому что это появление батагайки, это тоже элемент случайности. То есть я правильно понимаю, что разлом увеличивается, соответственно, более старые слои открываются, и, может быть, в дальнейшем еще какие-то более древние находки обнаружим? Дело в том, что это местонахождение, она, юго-западная экспозиция, основной стенки, высота достигает до 80 метров. И там, по разным методикам, возраст достигает до 650 до 700 тысяч лет.
И вот как раз на этой основной стенке вот выходят вот эти объекты палеонтологические. Я дополню, да? То есть это не значит, что ежегодно он, увеличиваясь в размер в 30 метров, как я сказал, да, это не только оттаивают старые погребенные почвы, но это стена целиком оттаивает от дневной поверхности, то есть от современных. Да. И чем глубже находится находка, чем она и имеет более ранний возраст, то есть там 30 тысяч, 40 тысяч, 50 и более. Вот. А теперь вот про вскрытие, которое было проделано в конце марта. Я ведь правильно понимаю, что до этого, которые были найдены мамонтята, их увозили для вскрытия куда-то в центральные институты. И отчасти из-за этого, может быть, не в таком состоянии была туша хорошим. Правильно это или нет? Не совсем. Вот Геннадий говорил сейчас. Ну да, не Пояснит. совсем так, потому что уже, наверное, больше десятка лет организуется буквально консилиум в Якутске по крупным находкам. Ну, раньше приезжало много и иностранных ученых из Америки, Голландии, Франции, Англии, из Москвы, Петербурга. Ну, то теперь обычно приезжают из Москвы, Петербурга, ну, из других городов специалисты заинтересованные. Ну, потому что таких заинтересованных лиц много, которые не только палеонтологией занимаются, но и палеоэкологией, и палеомикрофлору изучают, палеогенетику. То есть обычно, теперь мы уже давно собираем в Якутске такие сообщества по изучению крупных находок. И что показало вскрытие нам? Ну, как Геннадий Гаврилович сказал, что здесь мы для проведения подобных исследований, это препарирование таких уникальных находок, мы приглашаем наших коллег с других городов России, в том числе в этот раз к нам приехали коллеги из Санкт-Петербурга, это специалисты по анатомии, морфологии зоологического института были, это генетики, микробиологи, и с подмосковного Пущино специалист по древней растительности приезжал. Давайте об этом мы продолжим после рекламы, прервемся ненадолго, оставайтесь с нами, не переключайтесь. Вы смотрите «Якутия в деталях», и мы разговариваем о уникальной находке мамонтенки Яни и о том, что же нам показало вскрытие. Ну и как вы знаете, при вытаивании мамонтенок, он фрагментировался, то есть когда вытаяла передняя часть, она вытаяла до поясницы, и под своей тяжестью она оторвалась и упала на дно провала. И вот, конечно же, когда мы приступали к вскрытию, мы задавались вопросом, что же сохранилось внутри. И вот основная задача была это узнать это, изучить, отобрать образцы на различные исследования, вот что как раз мы и сделали. И что же там внутри оказалось? Вот. Ну, внутри очень хорошо сохраненный желудок оказался, полностью забит пищей, то есть той пищей, которой питался мамонтенок перед своей смертью. Поэтому благодаря этому мы сможем узнать, в каких условиях он обитал, какие растения тогда произрастали. Спектр питания мамонтят более 100 тысяч лет. И время года мы можем узнать, летом ли, осенью, либо зимой он погиб. И, конечно же, мы сможем узнать, какие бактерии, вирусы были у этого мамонтенка благодаря сохраненному содержимому желудка. Очень хорошо сохранилась печень, легкие, сердце, подкожный жир очень хороший был. И самое интересное, то, что и как у других мамонтят, у мамонтенка Яны был такой горб на холке, как у верблюда, где накапливался бурый жир, и в ближайшее время он тоже будет изучен. Как это соотносится с другими находками? Эта находка, конечно, дополняет предыдущие находки. Вот я, кстати, хотел показать, есть такая книга «Детеныши мамонта», в которой
ну, описаны предыдущие находки. Ну, она вышла в 2015 году. Я тоже, значит, соавтор этой книги. Там представляли ну, открытые особенности анатомии тела. Вот жировой горб уже был выявлен, расширение на хоботе, ну и многое другое. Ну и действительно, теперь уже очевидно, что мамонт не случайно попал на север, не случайно выжил. Они имеют, наверное, 2-миллионнолетнюю эволюцию жизни на севере в холодных условиях. Установлено, что даже на биохимическом уровне у них, значит, приспособления были к холодному климату. Ну и, конечно, и шерсть, толстая кожа, вот жировой горб найден, некое расширение на хоботе, видимо, чтобы согревать, ну, и согревать конец хобота и, с другой стороны, расчищать снег в поисках травы. Вот. Ну и эта находка тоже, думаю, много чего даст. Ну, пока на стадии обсуждения. Вот. И подробно измеряли нового мамонтенка, взвешивали, взяты разные пробы на разные методы анализов. Вот. Ну, пока ну, трудно сказать, но я думаю, много нового мы получим и дополним сведения об анатомии, морфологии, образе жизни мамонтов. А что там с ДНК? Это вот всех беспокоит вопрос. Ведь люди не оставляют попыток по клонированию, да, и вот недавно даже в марте появилась новость опять, что западные ученые анонсировали, что они клонируют мамонта к 2027 году. Как там с сохранностью ДНК? Ну, что касается генетических исследований самой находки, то ядерный митохондриальный геном уже расшифрован. Это нашими коллегами из Санкт-Петербурга. Вот, я так понимаю, у вас вопрос именно по клеточным технологиям. Это поиск жизнеспособного ядра, с помощью которого можно будет получить как раз копию того мамонта, которого мы изучаем. Вот. Ну, сразу скажу, что по сравнению, допустим, с тем же мамонтом, малоляховским мамонтом, который его еще называют мамонт с кровью, когда во время раскопок из полости льда стала вытекать биологическая жидкость, малоляховский мамонт на сегодня имеет наилучшую сохранность мягких тканей за всю историю изучения мамонтов, прямо красного цвета, такой естественный нативный цвет, как будто животное только что погибло. Мамонтенок Яна, конечно же, он имеет худшую сохранность вот именно и мышечной ткани, и, соответственно, скорее всего, и клеточных структур. Вот. Но, несмотря на это, пробы отобраны, и вот профессор Хван, который как раз руководит направлением биотехнологические исследования, летом должен приехать в город Якутск и приступить к изучению этих как раз образцов. Николай Андреевич, вы ведь не понаслышке знакомы с мамонтами и его экспонированием, да? Расскажите, пожалуйста, об Экспо 2005 года в Японии, про юкагирского мамонта. Ну вот надо отметить, что в странах Восточной Азии вот тема мамонтов очень популярна. Вот она стала популярной, потому что в 50-е, 60-е годы был мультсериал «Первый человек Ген». И там этот первый человек Ген, это мальчик, он дружил с мамонтенком. Поэтому вот поколение 50-х, 60-х, которое там выросло, они вот выросли вместе с мамонтами. И интерес к мамонтовой тематике со стороны Японии начался в 90-х годах. Правильно говорю, да? Помните, вот этот самый приезжали японские специалисты, и тогда у них была мечта. Ну, тогда как бы подробно не знали. Они хотели найти труп
самца мамонта с замороженной спермой. Этой спермой оплодотворить слониху. Ну, очень по-простому, да, потому что они говорят, тогда вот были первые опыты замораживания спермы на несколько лет, и вот замороженной спермой оплодотворяли коров, и вот как бы рождались здоровые детеныши. Ну, такой был. А потом когда был обнаружен юкагирский мамонт, нам очень повезло в том плане, что в 2005 году в Японии проводилась всемирная выставка «Экспо» со слоганом «Мудрость природы». И нам очень помогли французские наши товарищи, да, Фредерик Паульсен, Бернар Бьюик, вот которых японцы знали. Они вначале обратились и к нашим французским коллегам, а они знали вот Алексеева, Петра, да, вот знали вот Геннадия Боискорова, вышли на них, а они знали, что уже обнаружен юкагирский мамонт, да. И благодаря этому создалась такая связка, и правительство республики проявила большую заинтересованность, да, в участии. Вот, я тогда работал в Министерстве внешних связей, был заместителем министра, курировал эту выставку. Вот, и хотел бы отметить большую роль Александра Константиновича Акимова, который в январе 2004 года подписал протокол о взаимодействии с ассоциацией «Экспо-2005». Но это такая была вроде общественная организация, но в то же время ее возглавлял наследный принц Нарухито, который сейчас является императором Японии. Ага. Вот, и... То есть нынешний император Японии Да, знаком с нашим очень- мамонтом. Да, он вообще знаком с нашим мамонтом и лично был знаком, то есть знаком с президентом Штровым, потому что Штров подписал окончательный договор об экспонировании юкагирского мамонта с Шиучиро Тойода, который является владельцем автоконцерна Toyota. Вот, и тут я хотел бы отметить, что так как находка экспонировалась на Экспо, перед этим японцы выделили бюджет, и большая международная группа ученых изучала юкагирского мамонта вначале здесь, в Якутске. Ага. И специалисты из Америки, из ЮАР, из Японии, из Южной Кореи приезжали к нам в Якутск, изучали голову, брали различные анализы. И вот я хотел бы, опережая немного, да, вот, сказать, что было обнаружено, что болезнетворные бактерии, которые были обнаружены в голове мамонта, да, то есть в течение 40 тысяч лет они пролежали в замерзшем виде, а когда вот их обнаружили, то они ожили, и оказалось, что они генетически похожи на существующих бактерий, да, но все-таки с небольшими отличиями. Поэтому японцы, как народ очень осторожный, они специально вот заказали через французов специальную камеру для перевозки, такую вот, чтобы воздух не Герметичную. заходил, герметичную, да. И в Японии на Экспо-2005 построили специальный такой герметичный павильон. Герметичный павильон, чтобы вот от юкагирского мамонта ничего не исходило. Ага. Вот. И тут я хотел бы сказать, что выставка пользовалась огромным успехом. Вот, например, например, два было экспоната наиболее популярных. Первый, это был, тогда впервые в мире был показан оркестр из роботов, которые вот играли духовую музыку, вот ходили строем и так далее, да, то есть концерт показывали. На него надо было стоять в очереди около 6 часов. Вот, и более 5,5 часов надо было стоять, чтобы посмотреть юкагирского мамонта. А там японцы, чтобы народ не застаивался, они сделали такую ленточную транспортер, и туда встаешь, и меньше нескольких секунд 20 мимо проезжаешь, и все. Надо было стоять 5 часов, чтобы это посмотреть. Чтобы у него не останавливались. Да, чтобы народ не стоял, они там на транспортер встаешь и проезжаешь, короче. Ага. Геннадий Григорьевич, вы же тоже там были. Да. Что вам запомнилось Он, больше всего? я хочу дополнить, да. Вот было по итогам исследований в Якутске, в Японии был созван международная конференция, вот, и одну из секций проводил профессор Геннадий Боискоров. Вот, он меня тогда поразил прекрасным знанием английского языка, потому что, как вы понимаете, это была международная конференция, она проводилась на английском языке, и он такой был председатель
конференции. Да? Спасибо. Пожалуйста. Ну и, конечно, большую роль в организации исследований и выставки сыграли Дмитрий Дмитриевич Савинов, директор тогда института, Григорий Николаевич Савинов. Вот. Ну, еще надо сказать, что японцы организовали даже общество возрождения Да. мамонта. И они организовывали несколько экспедиций. Мы вместе ездили интернациональной командой в разные места на севере, искали трупы. Ну, вот, к сожалению, эта идея не оправдала себя во всех найденных трупах, остатках трупов. Ну, живых клеток не было найдено. Ну, и многими другими исследователями. Все-таки мерзлота летом оттаивает, верхние слои зимой замерзает, клетки разрушаются. И, ну, по-видимому, живых клеток невозможно там найти. Ну, по крайней мере, такое мнение есть. Вот, то есть прямым клонированием, видимо, мамонта невозможно возродить. Но, может быть, придумают какие-то новые технологии. Да, но есть, например, другая технология — создать генетическую копию, когда полностью расшифруют ядерный геном мамонта, тогда вполне можно создать какое-то подобие, копию мамонта. Об в этом живом виде. поговорим после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Это «Якутия в деталях». Мы говорим о тайнах ледникового периода, которые хранит туша мамонтенка Яны, которого недавно вскрыли якутские ученые. И продолжайте, пожалуйста. Мы говорили о том, что помимо клонирования возможен другой способ Да, другой способ воскресить создать мамонта. некую генетическую копию мамонта, но это расшифровав полностью ядерный геном мамонта. Вот, ну, ученые в разных странах уже близки к этому. Вот. Ну, вообще, возрождение вымерших видов – это отдельная задача. И есть сторонники за, есть против. Что потом делать с этим мамонтом, где их разводить, да? Ну, это уже другой вопрос. Ну, как в плейстоценовом Конечно, парке. это было бы очень, значит, интересно и заманчиво вернуть мамонта на нашу территорию. А какова судьба вот дальше мамонтенка? Я слышала, что предстоит еще компьютерная томография головы. Ну, на самом деле мы только приступаем к исследованию. Да, и вот уже сегодня как раз Николай сказал, что повезло изучить всесторонне голову юкагирского мамонта. Это крупный объект, который был вывезен в Японию и пропущен там через томограф. К сожалению, у нас в России таких возможностей нету. И мамонтенок Яна, к сожалению, когда мы попытались его хотя бы голову засунуть в томограф, но, к сожалению, из-за того, что она находится в таком положении, вытянутые ноги, которые не позволили зайти к голове. А для чего мы хотели именно голову? Чтобы узнать биологический возраст этой находки. То есть пропустить через томограф, увидеть степень стертости зубов, количество зубов, которые находятся сейчас в челюсти, и наличие или отсутствие молочного бивишка. И вот для того, чтобы это сделать, после того, как мы отпрепарировали его, находка подтаяла, мы оттянули ноги немножко назад, зафиксировали, заморозили и в ближайшее время попытаемся ее пропустить через томограф, и тогда мы точно скажем биологический возраст мамонтенка Яны. Ага, то есть это просто размеры томографа не позволили, да, ее туда? Да, здесь в России мы используем медицинский томограф. Вот, всего камера это 80 сантиметров. И до этого находки, которые были исследованы в музее мамонта, мы пропускали через томограф тот же мамонтенок, жеребенок Фуджи с Батагайского провала. Это тириканский бурый медведь, это мелкие млекопитающие, которые попадали в томограф, они проходили, они, конечно же,
исследовались таким методом, и это дополнительно дает новую информацию по анатомическим структурам. Мы можем без разрезов снять морфологические параметры, мы можем даже узнать причину смерти этих животных. Так вот, у итериканского бурого медведя мы узнали, что у него первый и второй поясничные позвонки, они были оторваны друг от друга, грудная клетка сломана, то есть перед смертью его завалило каким-то грунтом, и это вот такое фатально было для него, и он погиб, замерз, и через 3500 лет его обнаружили тоже местные жители, передали в музей мамонта на исследование. Гаврил, я правильно понимаю, что вы принимали участие вот в поисках, ну, в находках этих? Именно мамонтенка, Ян. Ну, и предыдущих, и Ну, мамонтенка. естественно. Ну, первой такой большой экспедиции у нас была раскопки малоляховского мамонта. Это в 2013 году при руководстве Семена Егоровича Григорьева мы в апреле месяце как раз поехали на раскопки этого мамонта на снегоходах. Это более 500 километров в один конец от села Казачье до острова, где был найден. Это остров Малоляховский. И в течение 3 дней мы добирались, в течение 3 дней мы его раскапывали. И вот тогда вот как раз вот был ажиотаж, да, когда вот его скрывали, раскапывали из него, то есть из-под туши этого мамонта, изо льда начала вытекать жидкость красно-бурого цвета, которая вот как раз вот оказалась кровью мамонта. И это как раз была адаптация к холодному климату, да, вот, ну, именно при суровых условиях. Можно вот такой прям наивный вопрос? От чего они все-таки вымерли? Ну, наверное, Геннадий Георгиевич скажет. Ну, до сих пор как бы однозначного ответа нет. Ну, я бы привел пример. Ну, достаточно регулярно собирались конференции по мамонтам всемирные в разных странах мира. И там всегда вот этот вопрос вызывал споры между, значит, специалистами разных направлений. Ну, действительно, есть сторонники теории, что человек истребил мамонтов, сторонники теории, что мамонты вымерли из-за климатических изменений, сторонники того, что от какой-то пандемии они вымерли. Ну, До сих пор неизвестно науке, да? Ну, все-таки большинство считает, что в основном сыграли резкие климатические изменения, потепление в конце ледникового периода, увеличение количества атмосферных осадков, половодья, повышение уровня снега зимой. Вот. Ну, вот такие явления сократили, конечно, численность мамонтов. Ну, а где-то человек, конечно, поспособствовал их уже истреблению. Я слышала о мамонтах на островах Врангеля, на острове Врангеля, которые вымерли буквально совсем недавно по нашим меркам, да, 4000 лет назад примерно. 3400-3700. Да, 3700 лет последняя датировка. Ну и как раз там человека не было еще. И вот когда человек появился, то и мамонты исчезли. То есть, ну, это уже в пользу того, что какую-то небольшую популяцию мамонтов мог и человек истребить. Так. А какова дальнейшая судьба этого экспоната? То есть понятно, что вы сейчас его будете дальше изучать, определять и так далее, а потом он в музей отправится, у вас в музее останется, что с ним потом? Ну, конечно же, любая научный объект после исследования, да, когда он всесторонне будет исследован, он будет экспонатом нашего музея. Но, к сожалению, сейчас условия экспонирования трупных остатков, которым нужна температура минус 20 градусов, там минус 40, таких условий нет для музея, в нашем музее. Ну, в перспективе находка может быть центральным экспонатом других выставок, да, в том числе за рубежом. И если будут созданы условия здесь, в городе Якутске, то находка будет, конечно же, экспонироваться. А предстоит компьютерная томография, что еще предстоит? Ну, пока минимум 7 направлений
исследования. Это, конечно же, компьютерная томография, изучение всей составляющей. Это анатоморфологические исследования, это гистологические исследования, биотехнологические, микробиологические, вот, генетические исследования, реконструкция условий обитания мамонтов, 3D-сканирование, ну и другие исследования, в том числе вот исследования биохимического состава этого жира. То есть направления, они будут увеличиваться по мере исследований. То есть это в комплексе вся находка будет исследована. Но мы сейчас говорим о том, что предположительно возраст год, да, этого мамонтенка. Год, может быть, чуть больше, поэтому мы сможем точно сказать уже после того, как проведем Ну томографию. и причина смерти, очевидно, что это, значит, не смерть от голода, если мы нашли полный желудок, а тогда что могло быть предположительной причиной Ну, как смерти? правило, мамонтята и вот ослабленные животные попадают в естественные ловушки, в болото, в сели, вот, не могут выбраться, погибают. И при определенных условиях они замерзают и сохраняются до наших дней с такой уникальной сохранностью. Но учитывая вообще вот уникальность и этой находки, и других находок, про которые вы сейчас сказали, возможно ли повторить успех 2005 года? То есть вот такое же масштабное мероприятие или нет? Но тут вот я хотел бы сказать, что Экспо 2005 пользовалась огромным успехом. Это практически единственная всемирная выставка Экспо, которая получила положительный финансовый результат, вышла на самоокупаемость, полностью затраты отбила, и организаторы получили прибыль. В том числе... И за счет нашего мамонта в том числе. Да, нет, в основном за счет нашего мамонта. Ага. И плюс к этому вот правительство Республики Саха-Якутия по решению Вячеслава Анатольевича приняло решение подарить алмаз посетителю выставки. И 10-миллионному посетителю выставки этот алмаз вручил Егор Афанасьевич Борисов, председатель правительства республики в то время. Он специально летал в Японию по приглашению ассоциации Экспо 2005 и вручал. И этот алмаз весом более 2 карат, ценой около $80 тысяч, выиграл японец, который носил фамилию Оиши, да, что в переводе означает «большой камень». То есть я думаю, что для того, чтобы вот, получить финансовый результат от экспонирования мамонтов, нам надо будет больше заниматься маркетингом и искать хороших, надежных партнеров. Потому что есть опыт экспонирования мамонтов и в Китае, есть опыт экспонирования мамонтов вот в Корее, в Японии несколько раз были выставки. В принципе, они всегда проходили с таким положительным финансовым результатом. А почему вот так популярны, таким символом стали именно мамонты? Потому что ведь есть еще пещерные львы, были шерстистые носороги, вот этих львят, по-моему, находили довольно сохранных, да, не так давно. Тоже по научным меркам, я так понимаю, это не менее уникальная находка. Да, конечно. Ну, считается, что вообще мамонт – это символ вымершей эпохи, такой исполин, который на протяжении сотен тысяч лет как раз адаптировался выживать в этих суровых условиях, дожил буквально до наших дней. Как мы уже сказали, пирамиды стояли, цивилизации были, мамонт еще жил. Вот я считаю, что благодаря как раз вот этой особенности вот мамонт такой популярен. И плюс к этому он не хищник, он добрый. Имидж у него очень такой позитивный у мамонта. То есть, я же говорю, вот мультик «Первый человек Ген», маленький ребенок, и у него друг мамонтенок. Ну что ж, мы тогда не оставляем все-таки надежды о том, что мы научимся извлекать и коммерческую прибыль, да, из своих находок, и не теряем надежды когда-нибудь воскресить мамонта благодаря восстановлению ядерного генома. Спасибо всем участникам за интересную беседу. Это была программа «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас на телеканале «Якутия-24» по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.